любителям кухни, да, но будем соображать, делать желудиное кофе. Сегодня собрал вот в лесу кофе, желуди. Вот это мы оставим, как бы сувенирчик делаем. Собрал вот желудей, и желуди надо закинуть в воду. Как принес домой, закинь в воду их, потому что в желудях есть яд, говорят знающие люди. Короче, высыпем все туда. То, что останется на поверхности, надо будет выбирать, убирать. Это пустышки будут. Желудей не так уж много, но я их собрал. Вот, все пойдет туда. Так как солнца нету, после всего этого их нужно было на солнце сушить, желуди эти наши, но солнца-то нету. Вуаля, есть контакт. Так, друзья, прошло у нас 12 часов, как я закинул желуди в воду. Ну и решил я не тратить время. Некоторые говорят, 2-3 дня надо в воде держать. Но я решил их закинуть, то есть поставить на огонь, прокипятить. И будем ждать, пока вода почернеет. Как она почернеет, сольем, зальем снова и снова сольем. До того, пока вода будет вот такая вот белая. Ну, это первая варка, будем варить, и потом я покажу, как все, что стало. Вода вскипела, запашок, ох, а долго он запах отравиться, да? Можно отравиться даже от запаха. Так, будем сейчас сливать и по новой заливать водичку. Муть это все, муть сливать будем. Так, пошла третья варка. Два раза уже сливал воду. И что тут показалось? У меня эти самые раскрылись шишки. Сами вот раскрываются желудя. Не так трудно будет их и очищать уже. Вот. Сюрприз такой. Может, потому что свежие, не знаю, может, под кипячение. Вроде смотрел, когда на видео, такого не было. Ну, ничего, нормально. Будет только приветствоваться такой маневр. Так, очищаем желуди от кожуры. Я не знаю, может, я что-то не так сделал, но эта кожура сама отваливается прям. Я 3 раза кипятил в воде. Сейчас очень легко желудь очищается. Буду ждать, пока он высохнет малость. Даже, может, в духовку закину и там высушу. И после уже надо будет размолоть. Вот эти вот орешки у нас получились уже очищенные. Они влажные еще. Влажные. Вот. Ну, здесь у меня уже в духовке. Вот в духовке у меня уже желуди нарезанные. И как бы сушка будет, и уже жарить буду их. До кондиции доведу. И будем посмотреть. Что у нас из этого выйдет. Вот идет обжарка нашего будущего кофе. Я какую-то часть сегодня закинул. Оставил остальное на потом. Дам в первую очередь проверить жене, а потом уже сам выпью. Вот. Безопасность самое главное в нашем деле. Так, вот процесс жарки завершился. Все готово.
Сейчас надо измельчить. Так как не было, как его, кофемолки, пришлось вот эта деревяшка, как же она называлась, ее я измельчил их. И вот уже приготовился кофе, так сказать. И вкус, а чё? Вкус такой, не кофе, такой хлебный, можно сказать. Ну, интересный такой вкус. Если, например, в лесу остаться где-нибудь, без ничего, без никого, можно употреблять. Да и так можно. Очень приятный вкус такой, хороший. Сегодня куплю кофемолку, и уже будет более такой нормальный измельченный продукт. Вот так вот, друзья. Оставайтесь на канале. Поехали.